Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и посмотрим, что ждет вас в любви. Если тема понравилась, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, что ждет меня в любви в будущем. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что скрыто, и то, о чем желаем узнать. Замечательно, замечательно. Послушайте, девчонки, вот идет такая информация, что ко мне пришла очень сильная женщина. Умница, красавица. Но вот в любви как-то не везло. Были очень серьезные разочарования, потери могли быть в любви. Но, знаете, сердечко ваше закрылось. Вот, чтобы болька так сильно вас не тревожила, сердечко вы закрыли. Причем закрыли тут на несколько замков. Вот прям кто-то смотрит меня и говорит: да не хочу я никакой любви, зачем она мне нужна, вообще ничего не хочу. Просто хочу покоя, чтобы меня никто не трогал, чтобы ни перед кем там не нужно было отчитываться. Все, хочу свободной жизни. Но, мои хорошие, вам по судьбе любить и быть любимой. Кто-то раньше, кто-то позже, но от любви и от счастья вам не уйти. Вы не зря попали на мою отсыпку. Это идет информация для вашего раненого сердечка. Вы должны понимать, Боженька, Боженька, Всевышний вам любовь дает, дарит. И эта любовь, она поменяет вашу жизнь. Не только жизнь, но и судьбу. Вот смотрите, здесь у меня в самом начале, да, как предыстория идет. Семья, да? Женщина, мужчина, дети, ребенок. Но над семьей была молния. Что-то пошло не так. Люди расстались, может быть, там разлучники, разлучницы и прочие неприятности, катаклизмы. Что-то произошло. Вы вышли из этих отношений, либо до сих пор еще находитесь в этих отношениях, но вы страдаете. Страдаете, не хватает вам ни любви, ни счастья. Кроме разочарований и больки, ничего вам эта семья не дала. Да, этот мужчина вам не дал. Здесь женщина больше даже думает не о себе, не о своем личном счастье, а, например, о детях. Либо родить хочет, да, например, возраст, хочется родить. А кто-то думает, что, боже, ну, а как я ребенка одна вот выращу, что я буду делать, там поддержка нужна. То есть здесь у меня женщина с каким-то невероятным запасом терпения. Но терпение уже на исходе. Уже просто противно. Противно и все. Хочу перемен. Хочу покоя. Хочу спокойной жизни. Значит, мои хорошие, тот мужчина, который сейчас находится рядом с вами, например, муж, ваш возлюбленный, вас любит, но личность он проблематичная. Там все у него смешалось, намешалось. Но это не тема, мы не будем его рассматривать. Единственное, что я хочу вам сказать, что он очень сильно боится вас потерять. И да, на него возможно воздействовать. Но я вижу, что вы уже и не хотите. Вы уже пробовали, ничего не получилось, либо был какой-то переменный успех, вы больше просто не хотите. Значит, что я вижу? Я вижу, что вы от этого мужчины будете закрываться, отдаляться, отворачиваться. И чем больше вы будете это делать, тем больше он будет стремиться к вам. Здесь вплоть до того, что через вот эти муки, пройдя через эти муки, через, ну, скажем так, переосмысление, этот мужчина в корне поменяется. Поменяет свое отношение, поменяет свое проявление к вам. И в какой-то момент станет просто душечкой. Не потому, что вы этого хотели, а потому, что он действительно вас любит и действительно боится вас потерять. У других же девочек отыграется, что вот бывший, там, нагулявшись, набродившись, познав эту сладкую жизнь без вас, одумается и к вам, моя хорошая, и будет вас добиваться. Но сразу скажу, не каждая примет, а может быть даже большинство просто пошлет, не желая вступать в то же самое болото. И правильно сделает. Правильно. Только лишь единицы примут бывшего.
Но, опять же таки, там уже будут совершенно другие условия, совершенно другое отношение. И человек уже придет проработанный, поменялся человек, одумался, осознал, с кротким нравом. Не то, как раньше он там буянил, бушевал, а поспокойнее станет человек. Реально поспокойнее. То есть еще будет вас удивлять и радовать. Для вас, мои девочки, идет вот именно такая спокойная любовь. Спокойная, да, вы уверены, мужчина рядом. Ну, может быть, не алмаз, но тем не менее старается. По крайней мере, он ваш мужчина. Вы его знаете, знаете, чего от него там ждать. В принципе, у вас так спокойненько будет. Вот девушки, которые у меня сейчас одинокие. Вам идет любовь яркая, насыщенная, наполненная. И это и радуга, и фейерверк, и какое-то вот прям северное сияние, все в одном флаконе. Значит, мужчину я не могу вам описать, я лишь только могу вот сказать, как у вас случится. Человек этот, который идет к вам, он не просто так идет, он ваша родная душа. Вот именно как посланник свыше. Плюс у вас еще с ним какой-то прям коннект есть. Возможно, вы из прошлых жизней встречались. Возможно, ну вот человек как ваш двойник, да, только вот если мы посмотрим на духовный мир. Не на наш материальный, физический, а на духовный. Человек будет невероятно схож с вами. Те же черты характера, да, характера, не внешности. Те же черты характера, такое же отношение. Вам с этим человеком будет одновременно очень легко и трудно. Потому что даже вот сам с собой иногда не может договориться. А представьте, это ваша копия. Вот копия, вот как ведет себя, да, как относится, как проявляется. Мои хорошие, здесь комбо. С одной стороны, человек идет для любви, для счастья, для создания семьи и будущего, а с другой стороны, благодаря этому человеку вы на его же примере свои какие-то узкие места проработаете. Понимаете? То есть вы будете видеть, да, что он там где-то психанул. И вы понимаете, что вы бы тоже психанули. И думаете, не, ну надо как-то по-другому себя вести. Вы начинаете меняться, и он под вас подстраивается. Какие-то просто гениальные задумки высших сил на вас и на ваше будущее. Мои хорошие, здесь будет все. И страсть, и нежность, и прям, знаете, какие-то бесконечные клятвы, какая-то романтика. Еще кого-то отыграется общее дело. Вы будете расти, вы будете развиваться. Любовь ваша будет с каждым годом все становиться крепче и крепче. И с каждым новым витком будет выходить на новый уровень. Новый уровень именно в развитии вашей любви. То есть страсти, они же, понимаете, они всегда заканчиваются. Какими бы они там яркими бы не были, все равно приходит время, когда люди успокаиваются. Но опять же таки возраст, да. Понимаете, у вас вот как из вот этого пламени, из пламени, все перейдет в такую прекрасную речку. То есть вы будете и страстными, вы будете и дружными, и закончите вот как душа в душу. Понимаете? Вот такое состояние, к нему вы придете. Вам быть в семье. Вот кто бы ни зашел, кто бы ни смотрел, вам быть в семье, неважно, сколько вам лет. Здесь у меня женщин одиноких не вышло. Нет, вот даже у меня в венце, да, семья. Семья. И мужчина такой, знаете, как хранитель идет. Хранитель женщины своей семьи, своего дома. Очень, кстати, положительный момент. Смотрите, мои хорошие, кому-то из женщин по судьбе мужчина, ну как, иностранный, да, то есть вам придется покинуть свою страну, либо покинуть свой город. Вам придется за любовью, именно женщине, за любовью куда-то ехать. Там мост идет, то есть мост в новую жизнь. То есть из состояния, например, одинокой женщины вы переходите мост в состояние замужней женщины. То есть придется вам где-то чем-то, может быть, пожертвовать, либо какой-то свой страх переступить и пойти в новую жизнь, где будет ждать вас новая не только жизнь, да, но и судьба. Судьба замужней женщины, счастливой, любимой, холеной, понимаете? Там мужчинка будет за вами, конечно же, ходить, там пылиночки сдувать, исполнять ваши желания. Но и требовать от вас он тоже будет. Для этого мужчины очень важно будет, чтобы вы не только физически, но и помыслами никогда в нем и, ну, как, не сомневались, не изменяли ему. Всегда вот прям как глаза в глаза, да, душа в душу жили. Там, знаете, что еще будет такой момент, как новая семья идет. Но это уже не вы с ним вместе, а вот люди, вот они вышли здесь, эти люди.
Это родственники его, может быть, дети, если мужчина уже возрастной. Здесь не только получаете вы мужчину, вы еще получаете новых членов семьи. Вот идет информация про какую-то девушку, которая вот как будто бы вообще одинокая. То есть, может быть, родителей у нее нет, родственников как-то там не особо, да, либо близких родственников нет. Она совсем одна, и деток у нее нет. Вот вам, Боженька, моя хорошая, вот чтобы вы не думали, не печались, не переживали, у вас будут и дети, и муж, и семья. Огромная семья. Конечно же, ну, они не заменят ваших родителей, но тем не менее, они будут относиться к вам не хуже, чем ваши родные родители. А ребеночек, которого вы возьмете под свое крылышко, то есть дадите ему материнскую любовь, будет любить вас как родную маму. Быть вам мамой, даже не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Если по показаниям, например, вы не можете сама родить, да, то есть ребеночек у вас будет, от мужчины придет. Здесь мужчина такой, знаете, вот как даритель. Он не только новую жизнь дарит, он еще дарит новую семью. Ребеночка он вам дарит, понимаете, мои хорошие. Здесь замечательная отсыпка. Мне даже нечего добавить, мои хорошие. Если вы зашли на эту отсыпку и посмотрели, будьте уверены, эта информация была конкретно, лично для вас. Здесь у меня женщина зашла счастливая, с прекрасным будущим. Будущим полной любви и счастья. Этого вам искренне желаю. И дай вам, Боженька, всего наилучшего. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.